Поселок Сидью находится в республике Коми в 20 километрах от города Ухта. Если название поселка произносить по всем канонам коми языка, получится Щодью, означает «черная река». Меня в поселке встретил местный житель Сергей Смирнов на внедорожнике всех времен и народов. Нива всегда выручает в бездорожье. Внедорожник нас повез по кочкам и ухабам в, как сказал Сергей, Мекка, как говорится, тех, кто занимается скалолазанием. Почти каждые выходные сюда приезжают группы, ребята, учатся. Это скалы с шикарным видом на речку Сидью. У скал названия нет, но это не влияет на количество посетителей. Каждый день все желающие могут отдохнуть на скалах. Но будьте аккуратнее, тут высоко, есть шанс нехило шлепнуться. Вон там внизу виднеется скала. Такая тонюсенькая, худенькая. Это называется чертов палец. Нива везла нас дальше по полям в поселок. В Сидью продолжает работать один из немногих сохранившихся совхозов в республике Коми. Изваильский племхоз. Нам Сергей разрекламировал местную молочную продукцию, поэтому мы зашли в магазин, чтобы приобрести. Вот тут сметана, продукт кефирный, йогурт. Мы вот купили местного изготовления йогурт. Изваильский племенное хозяйство. Изваильское племенное хозяйство. Будем пробовать. Можно пить. Если были трубочки, мы проткнули. Так. За маму. За папу. Довольно вкусно. Сладкий такой, но не приторно сладкий. Мне нравится. Фудблогер Генри. Фудблогер, да. Еще вот сердечковым кексом закушу. Далеко не все из 20-го столетия в Сидью сохранилось. Например, в 2002 году не стало конно-спортивной школы. У нас все мальчишки тут там занимались. Ну, с одной стороны, это и понятно, что директору, допустим, содержать там где-то порядка было, конюшни было где-то порядка, табун был 25, в районе 30 лошадей, а это все породистые лошади. Потихоньку продали. Во дворе 2023 год. Поселок Сидью всеми силами держится и продолжает жить. Хочу пожелать всем жителям Сидью счастливой жизни на малой родине. А я еду дальше вместе с вами изучать территорию республики Коми.